Мы продолжаем трансляцию. Идет подсчет голосов. И у нас на связи Самойлова Алла Георгиевна. Алла Георгиевна, ну как усталость чувствуется? Ну да, так тяжеловато было в течение дня. Много было обращений к нам. Ну, сложно проводить такие многоуровневые выборы. И тяжело было самим участковым избирательным комиссиям, тем более сейчас, ну, как бы после подсчет, ну, когда идет подсчет голосов, считать 6 бюллетеней это не один. Разные требования, тем более есть две разные системы. На муниципальных выборах досрочное голосование, совсем другая технология подсчета и соотношения цифр в протоколе, чем на республиканских выборах. Там применяется система подачи заявлений по месту нахождения, поэтому я думаю, что участковым комиссиям так сложновато. Ну, мое мнение, то, что в интернете говорят, да, и часто много нам пишут, да, говорят, как проверить, я не ходил на выборы, но я считаю, что если ты не ходил на выборы, Что можно проверять? да, что можно проверять? Но человек, который пошел, да, там ошиблась избирательная комиссия, тем более столько этих. Но хотелось бы узнать, вот исходная таблица, да, мы в общем рассказали, да, но я, оказывается, упустил внимание некоторые, да, предстоящих выборах, вот которые идут. Если брать вот так вот посрочно, да, мы берем, значит, число избирателей. Вот вначале идет число избирателей, да? Да, это сколько человек включено в список избирателей на момент окончания голосования. То есть в течение дня эта цифра могла меняться, могли исключаться, добавляться избиратели. Вот, и комиссия подводит окончательный итог, сколько на момент окончания голосования. Дальше строка протокола – это сколько избирательных бюллетеней получено участковой избирательной комиссии от территориальной. Ну, этих строк у нас нет, труднодоступных мест. Дальше, такие строки протокола, как сколько избирательных бюллетеней комиссии выдали избирателям в помещении и вне помещения для голосования. Вот. Сколько погасили избирательных бюллетеней, сколько в ящиках обнаружили. Ну, а дальше уже идет как бы расклад самих бюллетеней, обнаруженных в ящиках. Сколько действительных, недействительных. Действительные – это складываются голоса избирателей за каких-то конкретных кандидатов или избирательное объединение, а недействительное – это там, где невозможно определить волеизъявление избирателей. То есть, вот если мы так берем, да, действительно избирателей. Ну вот в данной комиссии, например, их было 28. То есть это говорит о том, что 28 избирателей… При количестве человек 1120. Нет, ну явилась-то на выборы, это включено в список, а явилась на выборы меньше. Вот. Ну, то есть 28 избирателей, они поставили отметки, по которым невозможно определить волеизъявление избирателей. То есть либо вообще нет отметок, либо более одной отметки. Поэтому такие бюллетени классифицируются как недействительные избирательные бюллетени. Ну, сейчас в данный момент мы стоим у выбора депутатов городской думы. Это у нас… У нас же город разделен на 15 одномандатных округов, поэтому здесь прописаны как бы по округам сводной таблицы. Вот в Гагаринском мы видим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 участков. И когда 8 участков сюда приедут, отчитаются, уже можно говорить о результатах голосования по этому округу. Ну, здесь я имею в виду, вот, это депутаты-одномандатники, получают, да, городские. Кандидаты, это не депутаты, это кандидаты-одномандатники. Да. И дальше идет, мне вот что удивило, да, мы уже разговаривали с предыдущим товарищем, оказывается, в местном самоуправлении практически 6 партий. В отличие от… Да, в наших выборах городских, вообще выдвинули списки свои 9 политических партий, а в итоге зарегистрировано было 6. Вот 6 дошло до дня голосования, и за них избиратели голосовали. С партиями, наверное, проще. А вот там можно, там такие же списки, только… Это на территории города у нас есть еще одномандатные избирательные округа по выборам народных депутатов Республики Саха-Якутия. И город подведет итоги выборов по 9 одномандатным избирательным округам, но это не наши выборы, не нашей комиссии. Ими занимаются окружные избирательные комиссии, а мы занимаемся выборами по партийным спискам на территории всего города. Вот. Ну тут сколько у нас тоже это политических партий. Госсобрание Ултуман, да? Да.
Ну, там тоже картина была ясна. И хотелось бы поговорить еще знаете, вот туда, если проходя, идут регистрации, да, то края, где у нас еще здесь другое голосование на главу, да? На главу города Да. у нас еще глава республики. Публики. Вот хотелось бы туда пройти, Давайте прокомментировать. пройдем. Вот это у нас сводная таблица городского округа города Якутск. Это глава, да, получается? Нет? Да. Это глава, да? Выборы главы городского округа города Якутска. И здесь принцип такой же, да? Да, ну вот комиссии приезжают, они обязаны внести данные из протоколов в наши сводные таблицы. Вот. Затем мы осуществляем приемку избирательной документации, и данные протоколов заносятся в систему ГАС-выборы. Иногда многие недопонимают, им кажется, что территориальная комиссия как-то влияет на результаты. Мы абсолютно никак не влияем. Наша задача корректно внести данные, которые указаны в итоговых протоколах участковых избирательных комиссий. А вот я могу прокомментировать, хотя, наверное, вам нельзя, но судя по вот этим, у нас два главных лидера по главе это... Ну, мы смотрим, как ситуация будет меняться. У нас все-таки 116 избирательных комиссий на территории города. Пока читались, ну вот судя по заполненным таблицам, где-то 12 пока комиссий приехало. то есть это Отчиталось. 10%, да? Да, комиссии большие, ну, большие, имеется в виду по числу избирателей, им тяжелее считать больше бюллетеней, поэтому они, конечно, попозже приедут. Сейчас в основном отчитываются либо там, где установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, либо участки, где маленькая численность. А можно дать нам совет, во сколько нам подъехать, чтобы люди Ну, я думаю, не раньше 6-8 утра. 6-8 утра. То есть у нас Пока, по моим ощущениям. вообще как День города прошел? Ну, для нас он прошел мимо уже который раз. Вот. Но я просто сегодня ходила по городу медиацентр республики и немножко 5 минут шла мимо площади Ленина и слышала, что там был концерт, даже не видела, кто выступал, а слышала. Вот. Ну, потом салют мы сегодня тоже слышали. Ну и все, он для нас прошел из окна. А вообще, сколько человек участвует в этих брать? Я попытался у вашего помощника спросить, да, а он не знает. Количество, сколько людей задействовано сейчас в выборах, которые тоже не пошли. Имейте в виду организаторов? Вот кто задействован в выборах и кто не смог пойти на День города, я так грубо говорю. Я поняла, то есть людей, которые имели какое-либо отношение к организации этого процесса, да? У нас вот в составе нашей комиссии территориальной работает 14 человек. В составах всех участковых избирательных комиссий у нас работает 1582 человека. Плюс по 2 полицейских дежурили на участках. Плюс люди, которые занимались обеспечением транспортной услуги для участковых комиссий. Плюс те, которые обеспечивают тепло, свет, ну, такие как бы жизнеобеспечивающие, да, функции в этот день. Поэтому нас достаточно много. Окружная администрация работает в этот день, потому что у нее тоже есть свои функции, которые по предоставлению помещения, транспорта, связи. Ну, это прописано все в законе, да? Да. То есть Поэтому у нас я не знаю, сколько, мне кажется, нас очень много в городе было, кто тысяч работал. 5. И я хотел бы вот прокомментировать одно из важных, это выборы главы. Здесь же также заполняется или как? Да, здесь также, ну вот просто у нас выборов много, у нас просто даже стен нету, куда разместить эти сводные таблицы, поэтому мы вот в этот раз так сделали, но она есть, участковые комиссии подходят, вот находят свой номер и заполняют эту таблицу, пожалуйста. Ну, можно. здесь также идет, да, например, значит... Ну да, тоже все строки протокола, они стандартны для любых выборов. Единственное, что они отличаются тем, используется ли досрочное голосование или нет. Вот, ну и Немножко это тоже устал. сведения о кандидатах. А если посмотреть, да, небольшую статистику по одному избирателю, просто интересно, мне сказали, число недействительных бюллетеней 500, или я не то показываю, да?
Нет, это содержащихся в стационарных. Так действительно их так много не может быть. Это 18, да? Да, да, да. Не, просто я для себя, как поговорив с вашим одним из председателей участковой комиссии, заметил, что люди очень интенсивно и хорошо голосуют за главу республики. Ну, в нашей республике живут одни патриоты. Выборы главы – это высшее должностное лицо, главная такая должность ключевая в нашей республике. Поэтому, конечно, желание проголосовать, оно очевидно у каждого избирателя, живущего на территории нашей республики. И поэтому, мне кажется, люди с большим желанием сегодня пришли на выборы и голосовали. Мне очень сложная борьба идет с депутатами. Местные выборы всегда сопровождаются активной такой политической остротой борьбы, да, потому что, ну, тем более в городе Якутске все кандидаты проживают на территории городского округа, вот, поэтому они сами могут прийти на избирательные участки, сами поучаствовать, они все друг с другом знакомы. Вот, потом такая, мне кажется, интересная в этот раз была построена у всех агитационная кампания, использовались такие какие-то новые приемы привлечения избирателей на свою сторону. Очень много молодежи участвовало в выборах, какие-то такие нам понравились агитационные материалы. Паспорт и на земле ложит. Человек поднимает, думает, что это паспорт. Открываешь, а там кандидат. И было такое, были такие, видели, я думаю, что избиратели видели индивидуальные приглашения на выборы. Ну, то есть жизнь не стоит на месте, и, соответственно, сама вот качество полиграфических услуг, да, оно меняется. Вот поэтому у кандидатов было много возможностей, мне кажется, они все их использовали, и мы с удовольствием все это изучали, читали их агитационные материалы. Значит, основная интрига начнется утром. Вы нам разрешите прийти снимать и поговорить. Нас интересно. Дело в том, что я поговорил с вашим помощником. Действительно, подтверждаете, он сказал, что у вас обновление избирательных комиссий самих 50 на 50. Да, у нас состав-то большой. Срок полномочий избирательных комиссий истек в этом году. Они были сформированы в 2013 году. Срок полномочий их 5 лет. В этом году истек. И сформированы новые составы. Очень много к нам пришло молодежи в состав участковой комиссии. И нас это радует, потому что уже необходимо обладать определенными знаниями и умениями в области компьютерных технологий. Все протоколы формируются с помощью специального программного средства. Вот, потом оформление заявлений по месту нахождения у нас называлось АРМ-ППЗ, автоматизированное рабочее место пункта приема заявлений. То есть уже прошли те времена, когда ты сидишь на участке и тебе делать там совершенно нечего, просто дежуришь для галочки. Сейчас, конечно, это уже такой большой труд, и мы рассчитываем, что та молодежь, которая пришла сейчас в состав участковой комиссии, им понравится дело, которым они стали заниматься, они заинтересуются им, заболеют, станут такими же. Я понял, так их на 5 лет, да, избрали? Да, на 5 лет. Срок комиссии участковых, он 5 лет, это постоянные комиссии, то есть, получается, до 23 года они должны в таком составе. Ну, конечно, право выхода всегда у человека есть, это люди, всегда что-то случается, кто-то меняет работу, кто-то рожает детей, кто-то уезжает, например, с города Якутска. Конечно, такое некоторое движение есть, но мне кажется, вот тот костяк, который вот он сложился, он все-таки доработает до 23 года. А как вы прокомментируете тот факт, что ручная, как вы говорите, комиссия первая сюда пришла и сдала результат? У нас эту комиссию возглавляет Константин Федотов. Он на прошлых выборах очень хотел приехать первым, но у нас в 50-й комиссии работала очень долго, 25 лет, наверное, председателем, один из лучших была на председателей, Рубан Малика Сергеевна, она сейчас просто уехала в другой город жить, и Константин Федотов, он поставил перед собой цель так организовать работу комиссии, чтобы все-таки первым приехать в территориальную комиссию и сдать протокол об итогах голосования. Но в этот раз ему удалось. Поэтому, видите, техника техникой, а желание и умение профессионально построить работу комиссии, оно позволяет даже опередить машины. Спасибо. Мы тогда прощаемся до утра с нашими избирателями. А как правильно? Они еще пока, никак, они всегда для нас избиратели. Да. И думаю, в общем, я смотрю, у вас здесь такая плотная работа. И с вами тоже. Хорошо.
Вот смотрите, как это все делается.